Тотальный диктант – это, наверное, такое интересное событие, которое, во-первых, живо заинтересовало, во-вторых, жизнь идет очень быстро, и оно не имеет точки возврата. Поэтому всегда хочется быть в гуще этих событий. Мы его поддерживаем с точки зрения ответственности, с точки зрения того, чтобы самому тоже ведь интересно знать, насколько я уже потерял навыки, скажем, у нас век, скажем, информатизации, мало кто пользуется ручкой и пишет такие диктанты. Я пишу, например, только прошу рассмотреть, внести предложение, да, несколько. Я наверняка не ошибусь точно и поставлю запятую или точку там или где-то. Возможно, есть в этом какой-то эффект, скажем, априори, если взять такой шоковой, да, такой ситуации, потому что это занятие, которым люди постоянно не занимаются, и это как бы, мягко скажем, разовое мероприятие. Результаты опубликованы. В прошлом году действительно опубликовали. Я знаю, что порядка 18 человек справились с этой задачей, поскольку отлично. Из них 7 были наши государственные служащие. Они сегодня участвуют как уже дикторы, которые преподают или дают текст для того, чтобы коллеги писали этот диктант. Каждый, наверное, сам волен опубликовать, насколько это делается. Но это делается ведь для самооценки. Поэтому каждый из нас заходит по своему паролю и находит там. Я вот лично сам помню, что в прошлом году за допущенные грамматические ошибки получил оценку 4. Я считаю, что это, если так поставить терминологию, да, вот так сохранил форму, да, или я в форме. Я лично мог и не писать, но сегодня участвую, вот и записал этот диктант, только потому, что чувствую свою ответственность, и для того, чтобы говорят же, что вот личный пример имеет значение. Хочу показать, что да, вопросов таких, чтобы чего-то кто-то боялись, мы идем за знаниями. Если их нет, то мы будем их получать. Вот и все.